Если Украинская православная церковь получит автокефалию, в мировом православии произойдет раскол. Так считают эксперты в области религии. Такое однажды уже произошло в 1054 году, когда христианская церковь разделилась на католическую и православную. Это масштабный конфликт, который может задеть весь православный мир. Угроза раскола в православии – тема сегодняшней дискуссии, и поговорим об этом с гостями в студии: Василием Нейковчиным, председателем общественной организации «Союз православных христиан Буджака», и Николаем Тельпизом, генеральным секретарем общественной организации «Новая Гагаузия». Добрый день. Добрый день. Ну, давайте для начала мы поговорим о том, что означает автокефалия для Украины. И возможен ли раскол в православии из-за этой ситуации, и, естественно, уже как это заденет нас? Понимаете, те геополитические процессы, которые сегодня происходят в мире, желаемых результатов, как говорят, не дали. Поэтому есть сегодня заинтересованные силы в мире, в частности на Западе, уже коснулся и Украины, для того, чтобы православие, будем говорить, расколоть. Потому что через православие можно больше влияния оказывать, чем через другие системы. Те процессы сегодня, которые происходят на Украине, настораживают всех нас. Почему? Потому что те намерения, которые сегодня Константинопольский патриархат принял решение, именно придание самостоятельного статуса православия Украины, оторвав от Русской Православной Церкви, это настораживает, потому что это коснется нас, Молдовы и, в частности, Гагаузской автономии в первую очередь. Почему? Потому что мы помним прекрасно, и я думаю, Василий Савич потом дополнит, что еще в 2003 году, когда Румынская Православная Церковь создала Бессарабскую митрополию, тогда была попытка поглотить полностью Молдавскую митрополию, но тогда у них не получилось, но все-таки они сумели часть православных церквей оторвать и переподчинить именно Румынской Православной Церкви. И поэтому те процессы сегодня, которые происходят на Украине, это нас всех настораживает. Поэтому и вынужден был тот синод, то есть священный синод, который состоялся недавно в Минске. И там тоже было принято решение, чтобы именно разорвать полностью взаимоотношения с Константинопольским патриархатом. Василий Савич, вы что думаете по этому поводу? Тут, наверное, нужно начать. Вы упомянули начало раскола в единое ветви христианства, когда единая христианская церковь, которая была образована еще первыми апостолами, после Третьего Никейского собора была разорвана на две части. Но тогда, в принципе, в основе раскола лежал вопрос, где быть престолу первосвященника христианской церкви. В Риме, либо в Константинополе, тогдашнем центре Византийской империи. В конечном счете католиков или западников оказалось больше, и западная часть христианства отпала. И они фактически ушли в раскол, и все последующие 4 Вселенских собора уже прошли без католической церкви. И мы фактически получили две ветви христианства. Православные, как мы себя называем, это 300 миллионов, и католики, это более 800 миллионов верующих. Но самые большие расколы, которые случались в православной церкви, они больше случались из-за того, что не соблюдался, наверное, самый главный принцип. Религия предполагает так называемое византийское право. Это мирное сосуществование церкви и государства. Этот принцип был выработан еще императором Константином на заре официального признания христианства. И примерно, если собрать его избирательно, Богу Богово, а Кесарю Кесарева. Когда церковь начинает вмешиваться в дела государства, как происходило в Западной Европе, помните, когда сжигали на кострах ученых, свергали царей, строили священную Римскую империю, тогда называют самыми смутными временами для Западной Европы. И второе, когда государство начинает вмешиваться в дела церкви.
это тоже вызывает большим церковным потрясением. Я приведу всего лишь один пример. Если мы говорим о расколах, прежде всего в православном мире, первый раскол в православном мире случился, когда первым царем России стал Алексей Михайлович Романов, первый из рода Романовых. И тогда на должность патриарха был приглашен патриарх Никон. И поскольку духовная жизнь России к тому времени претерпела множество изменений, и были несоответствия в духовных книгах, патриарх Никон решил все, так сказать, привести в порядок. И вот тогда случился первый раскол в Русской Православной Церкви. Церковь раскололась на старообрядцев, или, как мы их помним, двоеперстников, и раскололась на, собственно, православных. Старообрядцы расселись по всему миру. Второй раскол в Русской Православной Церкви, он произошел уже после революции, когда церковь, забыв о том, что написано в Библии, нет власти не от Бога, всякая власть от Бога, земным властям повинуется, она не признала революции. Что произошло в результате? В результате часть священников во главе с тогдашним патриархом Тихоном не признала советскую власть, и большая часть верующих, это порядка 14 миллионов, подалась в эмиграцию и образовали так называемую русскую зарубежную православную церковь. И только при прежнем патриархе покойном Алексии II, благодаря стараниям президента Путина, было сделано все для того, чтобы соединить две части Русской Православной Церкви. Что мы имеем на сегодня? Сегодня мы имеем самую большую и самую крупную Русскую Православную Церковь, которая насчитывает порядка 120-150 миллионов человек. Всего в православных в мире 300 миллионов. И сегодня Константинопольский патриарх, который остался на византийском троне после падения Константинополя, хотя самого Константинополя с 1324 года, с момента завоевания его османами, фактически нет. А вся Вселенская Патриархия – это всего лишь один район Стамбула, Фанап, и их называют поэтому фанариотами. Они всегда сеяли смуту. Сам патриарх Вселенский Варфоломей, выходец из греческой деревни, которая находится под юрисдикцией Турции, служил в турецкой армии. И сегодня, по указанию, поскольку я не хочу говорить о Турции, скорее всего, это указание Соединенных Штатов, которые в свое время развалили через национальный вопрос. Но это предположение всего. Да, развалили Советский Союз. Говорят, теперь пытается через православие добить Россию. И самый лакомый, конечно, кусок – это сегодня православная Украина, в которой живет 34 миллиона человек. Большинство из них относят себя к православной церкви. Но ситуация на Украине довольно неоднородная. Сегодня на Украине существует несколько церквей. Наиболее крупная – это Украинская православная церковь Московского патриархата, это 11 тысяч приходов. Следом идет самопровозглашенный Киевский патриархат во главе с митрополитом, или как он себя называет, патриархом Филаретом Денисенко, который откололся в 1992 году на волне самостийности Украины. Это примерно 6 тысяч приходов. Есть еще греко-католики, есть римо-католики, есть старообрядцы. Ситуация очень сложная. Для чего на Украине случился этот раскол и почему он продолжает углубляться? И почему на Украине? Потому что в 2014 году, после проведения референдума в Донбассе и Луганске, образовались практически две самостоятельные республики. Пока не признаны, но они образовались. И за этими республиками замаячили и другие области, пока молчат. Речь идет о Восточной Украине. И постепенно ситуация подбирается таким образом, что эта территория или бывшая Малороссия может замкнуться. Речь идет о Харьковской, Донбасской, Луганской областях, Николаевской, Запорожской, Криворожской, Одесской областях. То есть Киев постепенно возвращается в те границы, которые он имел до присоединения
Богданом Хмельницким Украины или той части Украины, Киевщины, к российскому государству. И сегодня для того, чтобы сделать невозможным сближение России и Украины, потому что хотим мы или не хотим, это один народ, это славянский народ, решили сыграть на религиозных чувствах. И почему-то украинскую автокефальную церковь Киевского патриархата решили поставить во главу угла, сделать ее источником раскола. Означает ли это начало религиозной войны? Значит, она идет. Сейчас то, что Василий Савович хотел, я сейчас дополню, потом. Понимаете, вот то, что было отмечено, что в 2014 году вот этот процесс, который начался на Украине по сценарию Запада, прежде всего Соединенных Штатов Америки, именно оторвать Украину от России и приблизить к Европе. Понимаете, здесь очень серьезно, именно вот видите, все эти процессы, которые происходили до этого, не дали своих результатов. И все-таки вот это принятое решение Запада в лице американцев, что расколоть православие, тогда легче будет оторвать Украину от Российской Федерации. Но я скажу здесь большего. Это очень опасно сегодня. И вот осознавая вот эту опасность, наш национальный лидер Народно-патриотического союза Гагаузии Девлет Николай Дудову, насколько он такой ответственный, озабоченный, это истинный христианин православной веры. Вот он взял на себя ответственность и созвали и провели буквально в прошлой неделе научно-практическую конференцию. Мы поговорим Вот, еще об этом. понимаете, вот мы еще раз показываем, что вот эта опасность, которая продвигается уже к нам, приближается. Чувствуется, да? Чувствуется, поэтому мы сейчас должны еще и напомнить и телезрителям, что я уже говорил в двух словах, что в 2002 году попытка была полностью митрополию Республики Молдова переподчинить Румынской Православной Церкви. Но тут не получилось, и поэтому сейчас надвигается еще опасность, что 23 ноября патриарх Константинопольский Варфоломей будет участвовать в Бухаресте при освящении нового храма Румынской Православной Церкви. Естественно, тут опасность может быть такая, что они могут какое-то заявление сделать, так, Василий Савович? Что они, понимаете, вот эти моменты мы уже прослеживая и чувствуя опасность, вот и Дудов взял на себя ответственность провели эту конференцию. Вот на конференции, будем дальше говорить, была обсуждена ситуация и на Украине, и в самой Молдавии, и вообще в Русской Православной Церкви. И почему мы к этому пришли, дальше уже будем говорить. Да, мы об этом обязательно поговорим. Я закончу немного свою мысль. Ведь что произошло после того, как Вселенский Патриарх объявил о том, что они намерены переписать историю. Ведь фактически Вселенский Патриарх поставил под сомнение историю русского государства, историю Украины. Речь идет об акте, который имел место в 1686 году, то есть более 300 лет назад, что неправильно было якобы вхождение Киевской митрополии в состав Московского патриархата. Сегодня вот Николай Петрович сказал другую вещь. Сегодня румынский патриархат ставит вопрос, что в 1812 году после освобождения Молдавии от османского ига неправильным было включение молдавской митрополии в состав Московского патриархата. Тогда встает вопрос, а кому должна была подчиняться молдавская, например, митрополия? А к чему это может привести, допустим, А вот я сегодня произойдет? попробую пояснить, Николай Петрович начал. Ситуация в Молдавской Православной Церкви, она началась не сейчас. В 1992 году Народный фронт, который тогда занимал лидирующие позиции во главе с Рожкой и другими известными личностями, которые стремясь к воссоединению с Румынией, поняли, что объединение возможно только через церковь. Политическое решение, так проще, так легче. Политическое решение не получилось, потому что, вы знаете, сегодня бабушки и дедушки не особо понимают, которые ходят, они просто верят в Бога. И они не особо разбираются в тонкостях церковной жизни. Они не особо понимают, что означает переподчинение той или иной церкви к иной юрисдикции.
Сегодня стоит напомнить, что в 1992 году было создано 4 епархии на территории современной Молдовы, в том числе Румынского патриархата, в том числе и Южная епархия Львовская, которая охватывает и гагаузские приходы. Мы уже незримо включены 26 лет назад в состав Румынского патриархата, но нужно подкрепить это каким-то каноническим актом. Наши люди об этом знают? Люди об этом не знают, либо забыли. Сегодня, вчера Румынская патриархия вышла с новым заявлением, с новой инициативой о том, что Украина должна вернуть Румынской православной церкви Восточно-Молдавскую епархию. Речь идет о каких территориях? О Приднестровье, об Одесской области и о Северной Буковине с центром Черновиц. Это бывшая территория Молдавии. То есть Украина, которая пыталась получить самостоятельную церковь, сегодня нарвалась на большую православную войну не только с Московской православной церковью, но уже и с Румынской православной церковью. Это если не забывать о том, что сегодня в Украине есть масса территориальных притязаний. На территории Украины сегодня венгерские войска подтянулись за Закарпатью, потому что там проживает 250 тысяч венгров, которые не хотят жить в составе Украины. Это может быть и раскол территориальный. Да? Это может спровоцировать большую региональную войну, потому что в нее будут втянуты все силы. Во-первых, это будет, собственно, Украина, это будет Румыния, это будет Венгрия, и карта Европы может поменяться кардинально. И все это на основе всего лишь одного фактора, православного фактора. Если возвращаемся к Молдове, наши граждане, в том числе и жители Гагаузии, очень легко воспринимают эти вещи, но я начал почему с 92 года. Если в 92 году в составе Бессарабской митрополии, незаконной Бессарабской митрополии, Румынского патриархата было всего лишь 19 приходов, то сегодня их насчитывается 120. Всего в Молдове 1340 приходов. И 5 монастырей. Сегодня фактически 10% наших православных храмов уже принадлежат Румынскому патриархату. И никто об этом рядом с нами в Хинчештах, это недалеко, 60 километров от Камрата, рядом с центром бывшей Хинчестско-Кагульской епархии высится кафедральный собор будущей Кишиневской митрополии Румынского патриархата. Он построен. Но пока не работает, да? Он работает, но он не стал пока еще центром. Да, и о том, что он будет центром, будет заявлено сейчас. Возвращаясь к чести нашего Молдавского священного синода и митрополита Кишиневского всея Молдовы, 15 октября во время синода Русской Православной Церкви, который прошел в Минске, Молдавская Православная Церковь однозначно осудила поведение Вселенского Патриарха и сказала, что мы были с Русской Православной Церковью и мы будем. То есть Синод Русской Православной Церкви объявил уже о разрыве, да? В полном каноническом разрыве. Вот вы задали вопрос, я дополню немного. Понимаете, вы спросили, это может ли привести к войне? Понимаете, нас сегодня еще настораживает следующее. Ведь за последние годы, будем говорить, за год существования независимой Молдовы, в Румынской Православной Церкви, в их учебных заведениях, прошли обучение тысячами священников. Я говорю, тысячами священников. Они после окончания своей учебы вернулись в Молдавию. Они сегодня служат нашей православной церкви. В том числе. Случись то, о чем мы выше говорили, я сегодня не могу, например, твердо сказать, но большинство из них, 60%, поверьте, они переподчинятся буквально тут же Румынской Православной Церкви. Вот это очень большая опасность для нас. А ведь среди нас тоже есть они. И эта опасность рядом. Да? Это рядом с нами, среди нас. Понимаете, нельзя сегодня не замечать, что происходит на самом деле. Ведь по сути дела, то, что сказал Василий Савович, ведь посмотрите, как действует Запад руками Константинополя, патриархата,
и Румынской Православной Церкви. По сути дела, вот это вот спровоцирует ситуацию, которая может привести к тому, что вы спросили. Может, это православной войне привести, может быть большое кровопролитие. Это очень опасно сегодня. Я всего лишь дополню другое. Сразу после заявления Русского Синода Русской Православной Церкви о полном разрыве канонических отношений с Вселенским Патриархом произошло и другое. Следом за этим ряд зарубежных православных церквей, я имею в виду белорусскую зарубежную церковь, болгарскую православную церковь, другие православные, в том числе и русская зарубежная православная церковь, также объявили о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархом. А что вот это заявление означает для нас, для Молдовы? Вот поддерживал ли эту позицию сам митрополит Молдовы Владимир? Начинается переустройство православной карты, которое повлечет неизменное и политическое переустройство всей Европы, а может быть и мира. Я хотел нашим телезрителям немножко рассказать, потому что для простого слушателя, телезрителя, просто верующего, это несколько непонятно. У нас на первом месте всегда вот церковь, когда поминают патриархов, на первом месте поминают патриарха Московского и всея Руси, затем поминают Вселенского патриарха, затем поминают Александрийского патриарха, это центр Египет, потом Эфиопского патриарха и далее 15 патриархов, которые служат во всех православных церквях. Так вот, недавно, 3 дня назад, состоялась встреча между Владимиром Путиным и президентом Египта. Почему? Ответ прост. Александрийская православная церковь, он второй по значимости патриарх в мире православном. Сегодня Александрийская православная церковь окормляет всю Северную Африку. Ее численность от 10 до 30 миллионов православных. Чуть ниже по карте, если смотреть на карту Африки, находится Эфиопская православная церковь. Это старейшая в мире христианская церковь. Она датируется 2-3 веком. И сегодня титул Вселенского патриарха может легко перейти Александрийскому патриарху, либо Эфиопскому патриарху. И тогда все ориентиры геополитические просто сместятся. Куда денутся болгарская, сербская, румынская, греческая, албанская, македонская, словацкая? Они просто переориентируются на Александрийскую патриархию, которая увязана с Московской православной церковью. Таким образом, Запад вольно или невольно, для того, чтобы удовлетворить требования некоторых украинских политиков, а в данном случае для президента Украины это был политический козырь создания единой украинской церкви, потому что у них в марте президентские выборы, и они решили использовать церковь как орудие победы на выборах, хотя церковь и государство вроде. Хотя церковь и государство у нас отделены друг от друга, и они не имеют права вмешиваться. Сегодня для Порошенко, в принципе, выборы уже предрешены, он больше президентом не будет. Но религиозная война, которую они запустили, его руками, которую они запустили, она уже полностью раскручивается. Сегодня раздирают, и вот в этой связи для нас, для Молдавской православной церкви, и особенно для приходов гагаузских и болгарских, которые расположены здесь компактно, важно не растеряться в пылу этой войны. Потому что 26 населенных пунктов насчитывается в гагаузском благочинии и 26 населенных пунктов болгарских. Куда денутся они? Что будут делать они? У них два выхода. Либо оставаться в Русской Православной Церкви, либо уйти в Румынскую Патриархию. Но Румынская Патриархия – это совершенно другой климат. Для нас веками, с момента прихода в 1812 году, мы всегда молились на русском, мы думали по-русски, мы смотрели всегда на восток. Для нас Москва – это Третий Рим. Понимаете, вот это я дополню на ваш вопрос, отвечать следующим образом. Вот вы спросили, государство, церкви отделены, но ведь
Румынская православная церковь Не отделена. не отделена от государства. Именно государство их финансирует. Понимаете, вот наблюдая за всеми этими процессами, и те приходы, которые в Молдавии перешли в подчинение Румынской православной церкви, они с государства, соседнего государства Румынии тоже финансируются. Это большие финансы, это большое вливание делается. Здесь надо еще учесть, что именно вот этими процессами по Румынской православной церкви, у нас по Бессарабской митрополии, кто руководит? Департамент США. Департамент США. Понимаете? Финансируя через государство, манипулируя со всем процессом, который происходит сегодня на Украине вокруг всего этого, вот эта опасность показывает, что мы должны быть всегда бдительны, осмотрительны, готовы ко всему. А все-таки меня вот интересует вопрос, вы вот чуть выше начали говорить о разрыве, да, канонической. Вот позиция нашего митрополита, он поддержал Сейчас я дополню, этот да. разрыв? Здесь, понимаете, дело в том, что вот когда Священный Синод заседал в Минске, он как член Синода принял участие. Он тоже поддержал, когда приняли решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом. И он потом и заявил, что именно Молдавская православная церковь была и остается в составе лоня русской православной. Позиция Молдавской православной церкви понятна, да? Перед этим состоялось заседание Синода, потому что мы имеем, несмотря на свою автокефалию, которую мы получили в 1993 году, потому что Молдавская православная церковь, она частично самоуправляемая территория. У нас единственное, что наш митрополит входит в состав Синода Русской Православной Церкви. Епископы Молдавской Православной Церкви, у нас 5 епархий, они рукополагаются, опять же, патриархом Московским и всей Руси. Мы были и остаемся неразрывной частью. Так вот, Синод Молдавской Православной Церкви однозначно высказался о том, что Молдавская Православная Церковь была, есть и должна быть вместе с Русской Православной Церковью, вместе с 15, как они называют, церквями-сестрами. Ровно столько церквей входит в состав Русской Православной Церкви. Я еще один пример приведу. Вы помните 2008 год, Абхазия и Осетия. Идет грузино-осетинская война. Есть единая грузинская православная церковь. Даже несмотря на то, что прошла война, убивали тысячами, образовались 2 самостоятельных фактических государства, Абхазия и Осетия. Русская православная церковь, несмотря на все обращения абхазов и осетин о предоставлении им самостоятельности, о создании осетинской либо абхазской автономной церкви, не пошла на это, понимая, что вот эти мирские дела, в том числе войны, в том числе территориальные претензии, это дела временные. Церковь незыблема, она на века. И мы, я как-то у нас на конференции сказал, по-моему, вашему каналу, что в данном случае мы воюем не с церковью, не с друг другом, мы воюем с самим Господом Богом. Если мы разрушаем вот эту связь, которая была начата еще от первых епископов. Ту же грузинскую православную церковь, как и киевскую, как и русскую православную церковь, крестил еще апостол Андрей, который ходил рядом с Господом Богом. Если мы сегодня разрываем связь, вот эту, которую получили от Господа через первых апостолов, о какой святости может идти речь? Я сегодня, пользуясь случаем, хотел бы сказать о другом. 27-го в Камрате впервые побывает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для гагаузских православных приходов, для гагаузских прихожан, для всех прихожан, которые живут на территории Гагаузии, это очень большое событие, потому что впервые задонайских переселенцев посетит сам патриарх Московский. И может это придаст нам духовные силы, потому что хотим мы или хотим, сегодня 96% православных жителей Гагаузии относят себя к православным. Тут вопрос в другом. Вот Николай Петрович затронул одну тему.
Ведь с 15 октября, с начала вот этих украинских событий, с начала раскола, ни одна власть толком не обмолвилась. А что происходит на самом деле? Все промолчали. Может, не хотели конфликта? Нет, это не то. Единственное, кто заявил об этом, это было общественное движение «Девлет», Николай Дудогло и те, кто учреждал, учредители этой общественной организации, которым не безразлично, что происходит на территории. Власти Гагаузии смолчали, и исполнительная, и законодательная. Власти Молдовы смолчали, как будто им безразлично, что это беда, потому что на Украине сегодня мы они не замечают всего. Нет, они прекрасно замечают. Это позиция. Это позиция. Николай Петрович упомянул здесь, что более 20 тысяч человек, начиная с 90-го года, с открытия румынских границ, получили образование в Румынии. Они себя ощущают румынами. У них румынское мировоззрение. Если... к этому давно уже, да, шагом... Процесс идет по шагу. Если по переписи 1999 года всего лишь 2% относило себя к гражданам Румынии, то сегодня это 14%. То же самое с православием. Если в 1992 году 2% себя относило к румынской православной церкви, то сегодня это 15-20%. То есть идет постепенное поглощение Молдавской православной церкви. И почему власти молчат? Одни считают себя румынами, ну, правые партии, само собой, понятно. Но почему молчат, например, пророссийские партии Додона? Почему молчит наш пророссийский Башкан Гагаузии, которая пришла на флагах защиты России, устоев России, православной церкви? Я более чем уверен, что в субботу, когда приедет патриарх всея Руси Кирилл, она будет в неизменном белом платке стоять и встречать его с букетом белых роз, красоваться для того, чтобы получить всего лишь очередной снимок под свои выборы. И рядом с ней будет православный Додон, который не выходит со Святой горы Афон вместе со своей фракцией социалистов, хотя половина этой фракции граждане Румынии. Но они непременно будут там и изображать будут из себя православных. А вот те православные, которые каждый день ходят, они не знают, что творится за их спинами. Понимаете, вот здесь... Да, говорите. Понимаете, вот вы задали вопрос, почему именно власти молчат об этом? Знают ли об этом наши прихожане? Поверьте, вот прослеживая, наблюдая за всеми этими процессами, иногда диву даешься. Почему именно когда уже нависла такая серьезная угроза? Ведь, по сути дела, народ Гагаузии, ну, главный гагаузский народ, как таковой может исчезнуть в этих процессах бурных. Вот поэтому, вот то, что было выше сказано, видя, что именно сегодня власти молчат, пассивничают, именно Народно-патриотический союз «Девлет», осознавая за все то, что происходит в лице его лидера Николая Дудогло, ведь они, по сути дела, мы сегодня на этой международной конференции в лице Николая Харламовича заявили на всю православие. Ведь, по сути дела, мы резолюцию, которую оформили, которую мы приняли единогласно, она была направлена, она направлена прежде всего патриарху. Ну вот мы плавно перешли к обсуждению научной конференции. Да, направили митрополии, направили во все инстанции, в том числе и руководство. Что сегодня... Я просто хотела, чтобы вы рассказали немножко о тех требованиях, которые были заявлены вот в Понимаете, хорошо, спасибо. Ну, мы уже начали, затронули, продолжим. Ну да. Понимаете, эта конференция, она дала буквально импульс серьезный. Вот даже перед началом конференции я лично имел диалог со священниками. По итогам, буквально, когда мы уже приняли резолюцию, понимаете, священники удивлены были. Как так? Вся, ну хотя Синод Молдавский заявила, но ведь священники тоже молчат. Именно общественное формирование... А почему молчат? Вот как понимаете, здесь в ожидании, многие в ожидании.
Понимаете, Не знают, как себя повести. Я вам сказал, что ведь за все эти годы независимости Молдовы тысячами священников прошли обучение в Румынии. Они работают сегодня при входах по всей Молдове, в том числе и Гагаузии. Конечно, я вас уверяю, даже священники это понимают, которые душой с нашим народом, это истинные православные сегодня священники, они тоже опасаются, говорят, случись что-нибудь, больше половины из них перейдет в лоно Румынской православной церкви. И вот возвращаемся к нашей конференции. Конференция, я вам скажу, что была такая, не то что продуктивная, конструктивная. Она показала нашу озабоченность. И все участники конференции однозначно заявили в своих выступлениях, что бы ни случилось, мы свои приходы в обиду не дадим, кто бы в них ни служил, мы своих прихожан в обиду не дадим. Мы были, есть и останемся в лоно Русской Православной Церкви. Сколько общественных организаций не приняли? 17-19. Ну, понимаете, это все те, кто учредили Народно-патриотический союз 9 лет. Вот понимаете, вот даже наша резолюция показала еще раз, мы ее направили во все инстанции Василия Савовича, мы уже получаем отклики, насколько озабоченность такого малого православного гагаузского народа, который действительно больше всех переживает, больше всех озабочен буквально, заявил на всю православный мир, что они есть, остаются и будут лоно Русской Православной Церкви. Вот я буквально сегодня утром отправлял бумагу в адрес Всероссийского союза гагаузов. Союз гагаузов России. Да, дорогой Федор Георгиевич, ситуацию в православии в Гагаузии. Ведь именно с маленькой Гагаузии может начаться большой церковный пожар в нашем общем доме Молдовы. По одной простой причине, вот Николай Петрович, и вы задались вопросом, почему молчат священники? Ну, по двум причинам. Первое. В 90-х годах у нас было всего лишь 120 храмов. Сегодня более 1300 храмов. 36 монастырей, 8 скитов, если быть точным. То есть они появляются в каждых селах. Сегодня практически нет ни одного населенного пункта, где нет православного храма. Кто второй человек на селе, или первый, даже первый, после примара, это священник. Он несет всю полноту ответственности за духовное состояние того или иного населенного пункта. И если тогда, в 90-х годах, была очень большая проблема священников. И в священники пошли многие. Бывшие парторги, агрономы, учителя. Не было качества. Сегодня выпущено достаточное количество священников. И я всегда говорил так, что количество, оно неизбежно приведет к качеству. Но оно приводит к качеству только тогда, когда идет нормальное течение вещей. То есть ничто не вмешивается извне. Но когда начинается вмешательство извне, вот люди, которые были вчера, будем говорить, простыми мирскими людьми, а сегодня они несут духовную ответственность за состояние, в том числе и прихода, они, может быть, не понимают даже тех политических коллизий, которые могут случиться в случае начала вот этой религиозной войны. Может ли священник, который в каждой проповеди говорит: не убей, не укради, не прелюбодействуй, все заповеди Христа, сегодня призвать к религиозной войне? Я, например, сомневаюсь в том, что прихожане, ведомые своими священниками на той же Украине, Киевского патриархата или какого-то другой конфессии, захватывают храмы, убивают себе подобных православных, что они верующие люди. Они больше политики, это боевики, это религии. Вот равно как и наши власти. Вы спрашиваете, почему власть молчит? А я скажу почему. Я всегда говорил, у нас большинство прихожан, не в обиду, это требоисполнители, а власть у нас обрядоверцы. Вот власть у нас знает, что надо на Гергев день на Фигерлес пойти в церковь в белом платке со свечкой постоять, потому что там
бабушки, дедушки, православный народ искренне почитает мученика, великомученика Георгия. Они знают в Пасху, что надо пойти, потому что мы в этот день это самое возрождение, воскресение Христа празднуем, или на Малую Пасху упоминаем своих усопших, мы искренне ходим, потому что мы настоящие православные, а для них это повод политически попиариться. Или, например, на Димитров день, на храмовый праздник, на Димитров день. Для них это повод селфи. Это показ, что они с Да. народом. Показ, что они вот такой якобы вопрос, каким с образом народом. тогда власти должны среагировать? Вот что они должны сделать на сегодняшний день? Понимаете, здесь... Если сегодня не будет, первое, должен среагировать законодательный орган. Народное Это собрание. народное собрание. Оно должно заявить позицию, потому что у нас депутаты представляют каждый населенный пункт. Они должны вместе со священником собрать хотя бы церковный совет, хотя бы сход граждан в селах и в городах и изучить положение дел. И заявить об этом должно быть выработано По крайней мере, информировать людей. Да, нет, должно быть выработана общая позиция по тому, куда пойдет Гагаузия в случае начала религиозной войны, которая ожидается, напомню, через месяц. Возможно. Да. У нас здесь на территории Молдавии. Исполнительная власть после принятия решения народным собранием должна принять незамедлительные меры по ограждению нашего православия Гагаузии от возможных посягательств. Мы сегодня в законе об особом правовом статусе имеем право на внешнее самоопределение. Да, если нашу церковь, нашу территорию поглотит румынский патриархат, то надо подумать, а куда православным деваться? Идти в румынскую патриархию? А были заявления у нас есть Гагаузия, да? Что надо подумать. А это возможно вообще? Почему? Почему нет? Я вот сейчас скажу больше, я сейчас отвечу. Еще в 90-е годы, когда была Гагаузская республика, тогда вот я еще, будучи председателем комиссии по внешним связям, первый заместитель председателя Верховного Совета, мы тогда обратились в патриархии о создании Гагаузской епархии. Тогда приезжал отец Сергий, митрополит Сергий, приезжал, буквально изучали здесь ситуацию. Тогда собрали всех священников, буквально и документация была готова буквально для открытия. А что для этого нужно? Здесь, понимаете, здесь опять, вот как раз здесь не хватило немножко доброй и политической воли. Именно политические силы Республики Молдова в то время и Гагаузии как-то они замяли вот эту инициативу. Поэтому сегодня вот я перехожу опять-таки к сегодняшним событиям. Если мы видим, что власть сегодня молчат, гражданское общество должно об этом позаботиться, заявить. Вот поэтому я еще раз повторяю. Власть есть власть, но гражданское общество, которое имеет сегодня, наделен, будем говорить, моральным правом, даст сегодня правовую оценку и моральную оценку, что происходит, почему происходит, что надо сделать, как надо людьми буквально эту работу провести, чтобы люди знали, осознали происходящему. И в нужный момент блокироваться и защитить себя. Я уже выше сказал, что если мы сегодня не сделаем все от нас зависящее, от всех прихожан, мы завтра можем исчезнуть сам как этнос, гагаузы, понимаете? Нас вот этот геополитический процесс может поглотить, и мы уже потеряем все то, что мы получили международное признание и свой особый статус. Поэтому сегодня, заканчивая свои мысли, мы сегодня не ориентируемся на власть. Власть есть власть. Это люди должны... А вот общественность в лице Народно-патриотического союза Гагаузии заявила его лидер Николай Дудов, который действительно настоящий христианин и истинный борец. Это настоящий сын гагаузского народа, который стоял... Его стали называть национальным героем. Он национальный герой, он есть национальный лидер. Это человек буквально уже не один день, не один год проявляет себя во всех этих качествах. И именно он является сегодня борцом, то есть флаг его в руках. А мы его поддерживаем, мы ему помогаем, мы ему содействуем, потому что мы понимаем всю эту полноту ответственности, что может произойти. Всего лишь один штрих к тому, что сказал Николай Петрович. На выезде из Камрата в сторону Чедерунги справа есть небольшая церквушка. Был заложен. Вы помните, при прежнем башкане Михаиле Формазале там планировался
большой собор, кафедральный собор и центр Камрадско-Тараклийской епархии. Тогда, к сожалению, этот вопрос политизировали. Да. Вот. Долго шел спор за эти земли, потому что там были приусадебные участки. Дайте нам 20 гектаров земли, потом 10, потом 5, потом остановились на 7 гектарах, потому что тогда Николай Харламович... Земля выделена? Николай Харламович был мэром города, я исполнял обязанности председателя совета, мы эти земли дали. Рассчитали со всеми, кто владеет участком. И что в результате? Из Московской патриархии поступила, из каких-то бизнес-клубов поступила определенная сумма денег. Они непонятно куда исчезли, девались. И сегодня там что? Пустых. Непонятно куда. Ничего. Понимаете же куда? Давайте так. С того момента прошло 5 лет. Мы не стали тогда вмешиваться в те события, поскольку не хотели... Но камень хоть заложили у нас? Нет, там стоит церквушка из фонтана. Место определено. Да. Но там должен был быть кафедральный собор. Там должен был быть центр нашей епархии. Там должна была быть книга печатная. Там должна была быть гостиница для сирот и убогих. То есть целый комплекс, целый комплекс, который должен был быть на той горе построен. И он должен был стать центром притяжения для всех гагаузов и болгар, проживающих на юге. Потому что Украина нас немного отрезала. Раньше традиционным центром для гагаузов и болгар был Александровский монастырь, в который мы все ездили, причащались, в том числе, наверное, и вы. Сейчас граница. У бабушек с дедушек требуют биометрические паспорта. А они не знают, что это такое. Естественно, нужно было создавать что-то свое. Должен был быть это самое. Мы тогда не стали вмешиваться и наверху построили церковь пророка Илии. И она сегодня стоит. И сделал это Николай Дудогу. Он не стал спорить ни с региональными властями, ни с церковными властями. Мы тихонечко, спасибо отцу, протоиерею Федору Карабаджику, отцу Федору, который взялся, засучил рукава. И эта церковь сегодня стал, как говорят, он стал строителем и служил, и строил. И сегодня эта церковь сегодня стоит. Есть возможность вернуться к этому вопросу? Сейчас я как раз вы мои мысли читаете, я извиняюсь. Понимаете, мы к этому вернемся, мы к этому придем. Даже вот отвечая на ваш вопрос, вот готовя проект резолюции, мы все сразу заложили один пункт. Обратиться к Московскому патриархату. Изыскать возможности, найти средства в перспективе, в Камарате построить храм Христа Спасителя. Это будущий, как вы сказали, центр. Мы к этому придем. Не сегодня, не завтра мы к этому придем. И это востребовано самой ситуацией, да, что именно Гагаузская епархия, она не сегодня, завтра она будет все равно. Мы уже обратились именно в своей резолюции, которую мы тоже направили уже патриархат. Там есть конкретный пункт именно о содействии строительства храма Христа Спасителя на территории Гагаузии. Я тут другой пример приведу. Вот 1712 год основная масса гагаузов и болгар переселяется в Буджак. После татар, кроме выжженных костров, куч костей, ничего не было. В 1740 году возникает собор Иоанна Предтечи. Это спустя 28 лет. Люди пришли на пустое место. И за 28 лет они подняли собор, а их всего 3 по Бессарабии. Болград, Камрад, Кишинев. Да. Других таких кафедральных соборов они по одному просто проекту, нет. Вот. Нет, они разные проекты, но один архитектор разрабатывал. Но вы понимаете, вера была настолько сильна, да. Вот, что буквально за 15-20 лет во всех населенных пунктах были воздвигнуты, в каждом, вы знаете, все наши села, были воздвигнуты красивейшие церкви, храмы, в том числе в Камрате, кафедральных, а он тогда был всего лишь селом. Верующие люди, они действительно глубоко верующие. Я другое хотел напомнить. В 1989 году у нас было всего 2 храма, Чекмайдан, Кангас. Сегодня у нас 32 прихода. И
3 монастыря. Сегодня в Гагаузии. Это о чем говорит? О вере. И последний. Сегодня Гагаузия – это территория с особым правовым юридическим статусом. Государственное образование. Это государственное образование. Что мешает в рамках этого особого образования получить и особое церковное Воля. образование? Всего лишь воля. Воля. А вот сегодня Гагаузия в ожидании визита, да, высокопоставленного гостя, святейшего патриарха Московского. Вот это связано тоже вот с расколом в православии? Нет. Нет, вот Нет. понимаете, о визите патриарха Кирилла давно об этом уже речь ведется. Еще с начала года, где-то весной еще буквально, она перекладывалась на потом. Но она не связана с событиями, которые происходят сегодня на Украине. Это плановый визит, просто он откорректирован был на 4 дня, сегодня его сократили на 2 дня. Но самое главное, что именно приезд, визит патриарха для Гагаузии, для наших прихожан, для наших православных верующих, это особое событие в жизни будет православие, понимаете? Впервые патриарх ступит его нога буквально на гагаузскую землю. Я представляю себе именно 27-го, что будет происходить на площади. Ведь не только с населенного пункта Гагаузии, здесь и Чемишлийский район, и Бессарабский, и Кантемирский, и Тараклийский, и Гагаузский, и Ханчевский. То есть юг здесь сколько он вместит этот площадь, я думаю, что так и будет. И тем более в программе есть, что еще причащение проходить будет здесь, понимаете? В этот день. В этот день, понимаете? Там же есть известна уже программа? Значит, служба начнется в 12:30. Да. Вот, на площади. Будет божественная литургия, и потом будет причастие и миропомазание. Да. Вы представляете, что такое получить миропомазание из рук самого патриарха? Это люди в возрасте, они уже уйдут, как говорится, в мир иной с этим ощущением, что их помазал сам патриарх. А те, кто сегодня... Приблизил к Всевышнему. Да, те, кто вступает сегодня в православную жизнь, они проживут всю жизнь с этим, что вот меня в свое время помазал сам патриарх. Хотя мы через эти таинства проходим вот с Николаем Петровичем, как верующие люди, во время постов, по субботам. Мы проходим часто. А для тех, кто редко бывает по разным причинам в храмах, для меня главное другое. Для меня будет обидно, если визит первого иерарха Русской Православной Церкви превратят в политиканство. А она и будет такая. Вот больше всего этого бы не хотелось. Патриарх пребывает с целью, ведь он практически посетил все земли, где есть хотя бы один русский православный человек. Или человек, относящий к русской православной. Даже в Антарктиде построили для полярников, построили деревянный храм пророка Илии. И он там стоит. И там кроме пингвинов и полярников никого нет. И патриарх там был. Вы понимаете, он объезжает практически все земли. В Молдавии 4 года назад он был. Но, к сожалению, тогда политическая ситуация была несколько иной, и ему не разрешили посетить Камрад. Он очень хочет посетить Камрад, потому что мы знаем, мы вот работая в Народном собрании, часто общались и сегодня общаемся с отделом внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Да. Вы понимаете, что замечают они, что вот маленький народ, 150 тысяч человек. И яростнее всех защищают православие и Русскую Православную Церковь. И целостной страны. Понимаете, я сейчас вспоминаю, когда мы, будучи Анной Харлампиевной, председателем Народного собрания, мы когда были приглашены в Совет Федерации и Госдуму, наша делегация женщин, я как помощник председателя сопровождал их и в составе делегации тоже был. Я помню, когда мы закончили наш визит в Совет Федерации, встречались с председателем Сергеем Мироновым, Госдуму, Сергеем Борисом Грызловым буквально, работали пару дней в Московской областной думе буквально. И вот уже последний день наша делегация готовится к выезду. И тут Анна Харлампиевна получает официальное приглашение от патриарха, назначенного или избранного, на интернизацию. Представляете, вот Анна Харлампиевна, участвуя там, и имея возможность в короткой тобой беседе, она
попросила его: святейший, когда у вас будет возможность, мы вас низким поклоном от всех прихожан просим, будучи в Молдавии, обязательно посетите Камрад. Вы увидите лица гагаузского народа, насколько они глубоко верующие, насколько это искренние буквально. И вот сколько лет уже прошло, и сегодня... Тоже нет, почему я об этом говорю? Потому что Василий Савич прав. Сейчас приезд, визит патриарха в Камрад, это превратится в политический фарс. Наши властители, вы увидите, буквально наши прихожане увидят, кто будет красоваться возле патриарха, показать, что вот мы организовали, вот мы пригласили, мы рядом с ним. Да. Это опять-таки предвыборная кампания. Это вот это обидно для православных верующих, глубоко верующих. Это стыдно, позорно, это аморально. Нельзя такие вещи именно вот эти мероприятия превращать в политику и предвыборную кампанию. Мы опасаемся, мы это боимся. Но я еще раз возвращаюсь, заканчиваю свои мысли, что на конференции, международную, которую мы провели буквально неделю раньше, мы заявили. И об этом уже патриарх тот же день узнал, что мы искренне заявили, что мы есть, будем и остаемся в лоно русской православной церкви. Мы рады вас видеть на Буджакской гагаузской земле. И последний момент. В своем выступлении на конференции лидер Народно-патриотического союза Девлет Николай Дудогло сказал, что если нам удастся стабилизировать положение дел в церковной среде, поверьте, церковь, она сегодня по силе власти выше, чем мирская власть. Конечно. Потому что власти уходят, приходят, а церковь остается незыблемой, то мы сможем постепенно начать возврат тех добрых отношений, которые развалились в 2003 году между Молдовой и Россией во времена Владимира Воронина. Да, мало того, что он зарегистрировал Бессарабскую митрополию в 2002 году. В 2002 году. Да. Мало того, что в 2003 году он допустил сектантство во все ветви жизни, и сегодня мы имеем 660 сект по Молдове. Это почти половина населенных пунктов. Вот. Сегодня, если мы стабилизируем отношения, и русская православная церковь поймет, что Молдова – это православная страна, что Гагаузия – это православные верующие, которые стоят рубежом, а мы всегда стояли рубежом за дунайские переселенцы, за секой на восточной или западной границе, на западной границе российского государства. Я хотел одну мысль высказать. С распадом Советского Союза никуда не делась духовная Русь. Когда поминают церкви, поминают патриарха Московского и не России, а всея Руси. Да, всея Руси. Так вот, речь идет о том, что русская граница там заканчивается, где заканчиваются подданные русской православной церкви. И мы сегодня, хотим или не хотим, мы подданные великой духовной Руси. Если мы еще раз докажем свою эту любовь, то я уверяю, что у патриарха будет достаточно одного слова патриарха сказать: любой власти надо гагаузам помочь. Не нужны будут эти бесконечные поездки, выезжи наших гагаузских чиновников, молдавских чиновников, все решится волей Божьей. Политических целей. Николай Харламович Дудогло, лидер Народно-патриотического союза Гагаузии, в своем выступлении официально, обращаясь к патриарху, просил, чтобы, а тем более мы материалы конференции и видео Василий Савич отправил во все инстанции, в том числе и патриархии. Конечно, они услышали каждого выступающего на конференции. Каждый какие глубокие мысли произносил. Это от души, это искренне, это глубоко верующие люди. И он тогда напомнил, Николай Харламович: друзья, участники конференции, мы должны свято помнить и чтить наших предков, которые ради сохранения веры своей православной
переселились с Балкан на эти неосвоенные степи буджакские. И здесь они укоренились, здесь они развили свою православие, свою глубокую веру, они такими остаются. И я думаю, что об этом и патриарх услышал в видеозаписи. Так, Ростислав Васильевич? Ну что ж, время нашей передачи подошло к концу, и сознавая, что происходящее представляет опасность для всего мирового православия, вот с чем бы вы обратились к прихожанам? Я скажу следующее. Создав вот этот Народно-патриотический союз Гагаузии 9 лет, мы одну цель преследовали. Чтобы наш народ был объединен. Чтобы он был, да, и он был сплочен. Он был в курсе дела всех событий, которые происходят в жизни Гагаузской автономии. То есть народ должен осознать, понять, что его судьба в его руках. Власти приходят, уходят. Что они творят, что они делают, люди видят, знают. Но, будучи вместе сплоченные, они всегда преодолеют все трудности, все препятствия. Поэтому мы обращаемся сегодня к нашим прихожанам. Давайте будем такими, какими мы есть. Единые, сплоченные, глубоко верующие. Сохраним нашу православную веру. Всегда останется лоно Русской Православной Церкви. Случись что-нибудь, мы должны сохранить, беречь, охранять наши православные приходы и быть едины в православии. Спасибо, Василий Савич. Не хотелось бы говорить громких слов, но я хочу напомнить всего лишь, что наши предки крестились более 1000 лет назад. Еще Русь не была крещена, а гагаузы и болгары в VII веке приняли христианство, приняли православие. И мы это православие пронесли не через века, а через тысячелетия. Второе тысячелетие мы являемся православным народом. Мы видели всякое в своей истории. Видели упадок одних государств, переходили в другие государства, сохранялись государства, переселились на эти земли, как говорил Николай Петрович, для того, чтобы сохранить не жизнь свою, сохранить православную веру. Если мы сможем, вы помните, как мы поднимали православие в 90-х годах, с трудом, из руин, но сегодня православие процветает во всей своей красоте. Мы свое дело сделали. Сегодня выбор за теми, кто идет за нами. И наша задача передать вот эту горящую свечу православия, передать дальше. Для того, чтобы и наши дети оставались православными. Потому что сегодня христианство тяжело. Его сегодня, с одной стороны, одолевают мирские заботы, с другой стороны, другие религии, другие идеологии. Мир полон соблазнов. Но спасение может быть только в Боге, в вере, в наших храмах. Поэтому оставайтесь такими вы были. Помните, что только православие спасло гагаузов. Потому что два народа, чуваши и гагаузы, являются православным в тюркском мире, 300 миллионном тюркском мире. И благодаря православию они сохранили свою идентичность. Сохраним православие, сохранимся в Русской Православной Церкви, останемся народом. Нет, исчезнем в пыли веков. Ну что же, я благодарю вас за участие в нашей передаче для телезрителей. Скажу, что говорили мы сегодня об угрозах православия с Василием Нековчиным, председателем общественной организации «Союз православных христиан Буджака», и Николаем Тельпис, генеральным секретарем общественной организации «Новая Гагаузия». Передачу провела Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.